Друзья, рада вас приветствовать на моем канале. С вами Ольга Быстрова. Предлагаю вам прогноз на день, на 13 мая 2020 года. Посмотрим, что ждет нас в этот день. Основные центральные события по тройке жезлов происходят. То, что мешает, это семерка жезлов и помогает король чаш. Работа королева жезлов. Это у нас денежки, императрица и отношения, умеренность, старший аркан. Будем подсказывать из цыганской колоды. Тройка жезлов у нас как карта дня, как центр событий. Это карта, которая говорит о том, что какие-то сбываются наши долгожданные мечты, какие-то плоды мы начинаем получать от нашей деятельности. Причем то, что сегодня происходит, оно как бы не заканчивается на этом, да, будет какое-то улучшение, рост еще. Вообще у нас тройка жезлов – это когда мы получаем результат от каких-то начинаний. Начинания какого рода могут быть? Это может быть наш внешний вид. Допустим, мы были там на диете или занимались спортом, может появиться уже результат какой-то, обрадует. Или, может быть, мы там поменяли как-то свой имидж, стиль, прическу изменили, там еще что-то такое, да, и вот люди стали замечать, нам это приятно. Кроме того, здесь вот по тройке жезлов очень часто идет приобретение средств транспорта или просто какие-то важные поездки, которые будут иметь значение в дальнейшем. Что еще здесь может быть? Может быть какая-то, знаете, вот, допустим, у вас есть конкуренты какие-то, да, и вы сегодня на высоте, вы побеждаете и прям гордитесь этим. Также карта говорит о том, что вы можете получить, в общем, не получить, у вас, допустим, был какой-то, вот вы начали применять какой-то новый способ для решения каких-то ваших дел, важных вопросов, да, и вот сегодня этот способ вас привел к победе, и вы вот закрепляетесь в этом состоянии, то есть вы говорите, все, теперь так всегда буду делать, да, теперь вот именно только так и больше никак. Вот, то есть перемены вот такие вот в мыслях, в способах, как вы цели добиваетесь, такое, может быть, знаете, новое состояние ума. Может быть, новое поведение какое-то, может быть, вы как-то с лучшей стороны себя покажете. Хорошее время для того, чтобы заниматься спортом, там, на тренажерах. Если, допустим, это какие-то соревнования, может быть, для кого-то это актуально, да, здесь вот есть возможность победить. Ну и вообще эта карта связана с успехами в работе, с окончанием какого-то нового проекта, с окончанием обучения, возможно, для кого-то с последующим трудоустройством. То есть, ну, в общем, такое состояние какое-то солнечное, приятное, когда мы чувствуем, что вот добились того, чего хотели. Что нам может помешать? Семерка жезлов. Когда мы излишне воюем с обстоятельствами, людьми, с собой и так далее. То есть не нужно излишне проявлять агрессию там, или лишнюю активность, забивать как-то других людей. Да? То есть это не стоит, это только помеха. И вообще сегодня лучше как бы порадоваться тому, чего мы достигли, и немножечко как бы остановиться, отпраздновать, скажем так, свой успех. Также семерка жезлов – это у нас желание показать себя, но для этого мы не выбираем как-то особых способов, да, мы можем как-то агрессивно себя повести, поэтому вот это и есть у нас проблема, да, сегодняшнего дня. А если говорить об удаче сегодняшнего дня, то тут король чаш. То есть действительно насладиться тем, что мы достигли, может быть, побыть в одиночестве и как-то проанализировать то, что мы уже сделали в своей жизни, порадоваться, да. Карта, которая говорит о том, что можно устроить для себя какой-то праздник. Эта карта также связана с каким-то уединением, с работой в одиночестве.
В общем, карта, которая говорит о том, что вот нужно сделать акцент все-таки на себе сегодня, это будет полезно для нас. То есть хорошо, что мы общались, хорошо, что мы тут победили, добились своего, хорошо, что как бы у нас, может быть, новые какие-то знакомства появились, но сегодня нужно найти минутку и для того, чтобы побыть с собой, набраться сил как раз вот именно в одиночестве, когда нас никто не трогает, вот такой праздник лично для себя устроить. А теперь, что у нас в работе? Королева жезлов. Королева жезлов говорит о том, что в работе мы не усидим, да, у нас много каких-то приятных, может быть, событий, которые нас удивят. Мы, скорее всего, контролируем ситуацию. И, знаете, вот работа сегодня, скорее всего, доставляет удовольствие. Для тех, кто в поиске работы, может заканчиваться, наконец, период, когда вы вот именно ищете работу, можете сегодня, возможно, уже либо найти работу, да, либо вот буквально завтра, в ближайшее время уже появится то, что вам нужно. А также карта говорит о том, что вы можете как-то неправильно себя повести, может быть, когда вот ищете работу, может быть, и либо неправильно себя там в резюме преподносите, не говорите о чем-то важном, да, или, может быть, ну, какими-то, может быть, неправильными словами это все описываете. В общем, как-то не совсем то, что нужно, делаете для того, чтобы себя правильно, как сказать, представить. Также карта может говорить о том, что какие-то очень серьезные перемены происходят у вас. Может быть, вы даже передумали как бы именно ту работу искать, на которую в последнее время нацеливались. Что-то, может быть, поменялось у вас, может быть, вы уже захотели совсем другого. Для тех, у кого есть работа, восьмерка пиковая, карта говорит о том, что вы будете очень много общаться. Это может быть любого рода общение, и встречи, и там через интернет, через звонки, через переписки и так далее. Но также эта карта еще и говорит о том, что ваша работа зависит от коллектива, от других людей. То есть вам, может быть, и хочется работать в одиночестве, может быть, вас там и даже раздражает то, что слишком много зависит от других людей. Но вот этот день как бы необходима все-таки именно коллективная работа. Может быть, будет какое-то собрание на работе, да, что-то объявят. Может быть, как-то перестроится ваша деятельность, и как-то вы будете охватывать большое количество людей. Что еще тут может быть? В общем, может быть какая-то обширная аудитория. Для кого-то, может быть, кто-то будет выступать на большое количество людей. А может быть, даже под конец дня настолько устанете от общения, что вообще вот захотите побыть в одиночестве, ни с кем даже не разговаривать. Для тех, у кого свое дело, девятка червовая, карта говорит о том, что у вас тут все меняется. Скорее всего, это по вашей инициативе происходит. Какие-то новые события, какие-то новые люди, какие-то перемены. Причем, знаете, очень быстро какая-то трансформация, новости какие-то интересные приходят. В общем, может быть, даже вы будете менять стиль общения. Может быть, кстати, по этой карте очень часто идет смена оборудования для связи, да, может быть, ремонт оборудования для связи, там компьютеры, принтеры, телефоны и так далее. А теперь денежки у нас по императрице. С деньгами будет сегодня все в порядке. Для тех, кто на зарплату работает, может быть, неожиданно будет какая-то выплата, да, от начальства, скорее всего, распоряжение начальства, либо, допустим, вы можете обратиться к руководству и решить какой-то денежный вопрос. Ну, как-то очень здесь все быстро развивается, да, то есть решается ваш вопрос. Для тех, у кого свое дело, король бубновый говорит о том, что хорошее время для того, чтобы сделки какие-то заключить. Может быть, даже какие-то на большие суммы. Но здесь, скорее всего, не покупка там дома, не машина, нет. Это что-то другое, но довольно-таки крупные сделки, либо много сделок, которые приносят хорошие деньги.
Но также карта может говорить о том, что, может быть, даже придется пойти на какой-то риск, хотя он обдуманный здесь, да, но все-таки. Может быть, здесь партнер какой-то у вас появится, очень важный для того, чтобы вот вам вместе зарабатывать. Может быть, будете тратить деньги на семью, на покупки для своих близких. Теперь посмотрим отношения. Умеренность. Карта очень хорошая для отношений, когда нам всего хватает, когда мы чувствуем себя гармонично, когда нам приятно рядом друг с другом, и когда вот у нас с обеих сторон идет там забота, любовь, уважение и так далее. Карта очень хорошая для отношений. Посмотрим, что ждет тех, кто в поиске партнер. Девятка трефовая. Карта говорит о том, что у вас, скорее всего, может появиться как бы новое знакомство, связанное с вашей работой, с профессиональной какой-то деятельностью, либо, допустим, с какой-то новой должностью. Но также карта предупреждает, что тот человек, с которым вы сегодня познакомитесь, он может быть не совсем такой, как вы его видите с первого взгляда. То есть, скорее всего, либо человек, либо ваше впечатление неправильно, либо он себя специально как-то показывает с другой стороны, не такой, как он есть на самом деле. Для тех, кто в паре. Валет бубновый. Карта говорит о том, что вам в паре придется принимать какое-то очень важное решение. Может быть, даже, знаете, такое радикальное, кардинальное. Может быть, кто-то вмешивается в ваши отношения. Может быть, знаете, кто-то почувствует эмоциональную какую-то холодность. Но вот по главной карте все это обязательно в течение дня разрешится. Все будет хорошо. Да, вот, скорее всего, здесь не нужно упрямство, а здесь нужно искать новый подход какой-то, чтобы договариваться с вашим партнером, чтобы там не ссориться и так далее, чтобы решить какую-то проблему. То есть не нужно действовать так, как раньше, как придумали, да, а нужно какие-то новые пути и методы для того, чтобы вот всем было хорошо. Теперь для тех, кто в ссоре, шестерка бубновая говорит о том, что здесь вы вполне возможно помиритесь, даже какие-то ситуации, обстоятельства сложатся так, что вот все будет способствовать вашему примирению. И совет на неделю. Дама трефовая. Карта говорит о том, что сегодня нужно быть очень мудрым человеком. Нужно смотреть, кто с нами рядом, не говорить лишнего, знаете, как бы действовать вторым. То есть посмотреть, что человек делает, допустим, а потом уже действовать самим. Потому что если мы будем проявлять инициативу, мы можем ошибиться, мы можем довериться тем людям, которым не нужно, мы можем пропустить что-то важное. То есть вот как бы следовать все время за событиями сегодня нужно, обращать внимание на знаки, на поведение других людей и так далее, и так далее. Вот это важно. Друзья, желаю прекрасного дня, желаю, чтобы только самое лучшее сбывалось. Всего вам доброго, до новых встреч.